Все существующие приветствия в якутском языке на русский буквально переводятся как «рассказывай» или «повествуй». Край алмазов, золота и вечной мерзлоты не может без общения. Это своего рода генетический код Якутии. А если на улице за минус 50 и твой ближайший собеседник находится в 300 километрах, то как здесь обойтись без связи? Мобильной, спутниковой или без интернета? Якутия на связи. Уже подсчитано, что жители республики Саха в 3 раза больше времени проводят в сети, чем среднестатистический россиянин. Я указ об инновационном и цифровом развитии Якутии подписал одним из таких первых своих так называемых стратегических указов. Это было еще в ноябре 2018 года. Сейчас у нас уже 93% населения практически в зоне уже охвата широкополосного интернета. Сложностей было море. Были абсолютно понятные технологические проблемы, потому что якутские расстояния, якутские морозы, их никто не отменял. И многие же об этом не знают, но в Якутии оптоволокна как такового вообще вот в том же Якутске не было до 2012 года. И вот были поэтому чисто технологические проблемы. Ну и были, конечно, ментальные проблемы. Вот, где мы и где цифровое развитие, да что мы можем. Декабрь 2020 года. Поселок Оленек. Один из самых холодных населенных пунктов планеты. Столбик термометра тут опускается ниже 60 градусов Цельсия. Здесь, в Заполярье, постоянно проживает порядка 2500 жителей. И теперь у них тоже есть высокоскоростной интернет. Оленек стал первым арктическим районом, до которого дотянулась ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи. Мы не останавливаемся это, мы строим оптоволоконные линии, хотим покрыть всю республику. Идем уже за полярный круг, такие населенные пункты отдаленные, как Оленек, Соскалах, Хану, Зырянка, Батагай. Наверное, такие названия многим россиянам не знакомы, но тем не менее там живут люди. И почему мы туда тащим ВОЛС? Потому что вот сейчас там спутниковый интернет присутствует, но он очень дорогой, очень лимитированный, да, и ширина канала не соответствует современным требованиям дистанционного образования, дистанционных медицинских услуг. Для жителя Оленька, допустим, у него нет других вариантов там, воспользоваться там, услугами банка или МФЦ, то есть он это делает только электронно, это можно заказать. 432 километра оптоволоконной линии до Оленька прокладывали в экстремальных условиях и всего за 9 месяцев. О том, что все это совсем не зря, убедиться пришлось практически сразу после торжественного открытия. Чудесное спасение, как по сценарию голливудской мелодрамы, произошло благодаря установленной ВОЛС. Мы улетели 2 декабря, а 3 декабря в поселке Оленек женщине стало плохо. Для того, чтобы определить диагноз, использовали ту связь и те каналы, которые были как раз подключены. Провели сеанс телемедицины и определили диагноз. Оказалось, что есть подозрение на инсульт. Тем самым удалось быстро и оперативно принять меры для лечения и спасти жизнь человека. Связь не только развлечения, не только картинки, не только социальные сети, но и помощь реальная людям. 2021 год в Якутии стал рекордным по числу подключений. 3000 километров ВОЛС обеспечили высокоскоростным интернетом жителей 70 населенных пунктов. А что стоит за этой сухой статистикой? Мы, когда провели оптику в несколько районов, заметили, что региональный валовый продукт вырос от 4 до 5%. Создаются интернет-магазины, создаются отраслевые решения. Вот взять для примера Чурапчинский район. Когда мы пообщались с ребятами из IT-парка, мы увидели, что они придумали, как использовать цифру и IT для выращивания растений. Они сделали умную теплицу, и теперь у них полив, проветривание, ну и вообще контроль растениеводства выведен через IT-технологии, через программное обеспечение, цифру, и уже по-другому используется технология.
А есть яркий пример детского сада, например, где дети маленького возраста снимают мультфильмы на якутском, на русском языке, открыли свой канал на YouTube и транслируют. У них очень много подписчиков. Утопической задачи провести интернет на всей территории Республики Саха нет. На 3 миллионах квадратных километров вечной мерзлоты навсегда останутся районы, где ловят только спутник. Но в самые отдаленные наслеги сейчас проводят систему радиооповещения. Она может спасти при лесном пожаре или наводнении. Очень сложно у нас сейчас ситуация обстоит по покрытию всей территории Республики Саха-Якутии качественным радиовещанием. Если она в населенных пунктах каким-то образом присутствует, FM-диапазон и региональное вещание, считается, что охватит 99% населения, то территориально этот охват занимает только 8% территории. 92% территории республики там безмолвная тишина. И для того, чтобы решить эти задачи, наша компания совместно с институтами связи разработали системный проект развития цифрового радиовещания Республики Саха-Якутия. Ну и, соответственно, оно будет каким-то образом сопряжено с системами оповещения населения, что очень важно при таких больших территориях и суровых климатических условиях севера. Как важно быть на связи, сегодня знают все. Но если избалованные жители мегаполисов устраивают себе ретриты, выключая свои смартфоны на несколько дней, то здесь, в Якутии, подключения ждут как праздника. Обеспечивать людей связью очень сложно в таких условиях. Между населенными пунктами иногда нет даже элементарно дорожного сообщения. Либо оно отсутствует и присутствует только один раз в год, в период, когда замерзает река и открывается зимняя переправа. Поэтому в этих условиях мы, конечно, вынуждены подстраиваться под особенности, переносить свои графики запуска стройки на определенное время года для того, чтобы это случилось. Наши умельцы там что-то находят, какие-то там решения нестандартные. Если там нужно прокинуть кабель, его предварительно греют, потом вытаскивают на мороз и, соответственно, начинает уже раскладывать. Это помогает работать при минусовых температурах и сохраняя технологические особенности этого же кабеля. И даже точный прогноз погоды для того, чтобы скорректировать график прокладки необходимой инфраструктуры, можно узнать исключительно благодаря связи. Хотя метеостанция обязательно сообщит, что зима будет долгой. Я начинала работать синоптиком в 80-е годы. А далее у нас вот этот наш весь ручной труд, он постепенно перешел в то, что у нас стали появляться цифровые модели. Эти модели рассчитывают прогностические поля у Земли и на высотах, распределение температуры. Мы их используем в своей работе. Информацию о ожидаемых опасных явлениях мы должны обязательно донести до всех. Утреннее совещание у главы Якутии. На связи все районы Республики Саха, 34 улуса. В оперативном режиме обсуждается ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Формат онлайн, принятый многими регионами из-за пандемии, в Якутии прижился гораздо раньше. Сначала это были приложения и сервисы, позволяющие получить необходимую справку или нужную информацию. Причем появились они задолго до популярных сейчас московских порталов. Мы портал свой у OneClick Якутск точно создали раньше активного гражданина. Более того, мы первыми в стране сделали его официально. То есть мы специально изменили нашу нормативно-правовую базу города Якутска таким образом, чтобы запросы именно на этот портал причислялись уже к официальным, и, соответственно, ответы с этого портала, запросы этого портала тоже приравнивались к официальным. Сам глава Якутии всегда на связи. Айсен Николаев еженедельно проводит прямые эфиры в соцсетях, причем в 5 одновременно, чтобы пользователям было удобно.
И каждый якутянин может задать свой вопрос, причем ответ придет незамедлительно. У соответствующего запросу ведомства на это всего 8 часов. Хотя новые цифровые технологии, возможно, еще больше ускорят процесс. В Якутии теперь обращение граждан принимает искусственный интеллект. АИТа – голосовой помощник, точнее, помощница. Вы знаете, ну вот это как раз продолжение всей нашей темы по работе с обращениями граждан. Их на самом деле становится больше. Ну и вот мы здесь с моей командой посоветовались и подумали, а почему бы здесь не привлечь искусственный интеллект. И так как вот у нас был хороший опыт в городе Якутске по созданию портала One Click Якутск, сейчас мы создали здесь уже на уровне республики портал One Click Якутия, который объединяет много разных сервисов, в том числе один из них — это работа с обращениями. Вот как раз к нему мы, скажем так, прикрутили вот на моего голосового цифрового помощника АИТу. Конечно, я не скажу, что я абсолютно доволен ее работой, так, потому что вопросов много, помощник только обучается. Вместе с тем вижу, что перспектива очень хорошая, и потенциал, конечно, мы до конца будем раскрывать, и очень много ненужной лишней работы будет убрано, но и самое главное, повысится оперативность и качество ответов тем жителям, которые обращаются со своими заботами в адрес органов власти. Согласно нацпроекту «Цифровая экономика», к 2024 году документооборот бизнеса, государства и граждан в нашей стране должен перейти в электронный вид. Якутия, похоже, идет на опережение, массово переводя в цифру все социально значимые услуги. Всего в перспективе их около 100, тех, что затронет цифровая трансформация. И все данные по ним стекаются сюда, в ЦОД. Центр обработки данных – это комплекс инженерно-технических решений, где хранится и обрабатывается информация. Органы государственной власти применяют в работе электронный документооборот с помощью ЕСЭДа. Более 400 учреждений подключены к проекту. Благодаря ЦОДу населению доступно в данный момент 174 услуги. В 2021 году впервые в России перепись населения проводилась в онлайн-формате. Пройти ее можно было на портале госуслуги самостоятельно, хотя и традиционные переписчики ходили по домам, собирая информацию. Сделала обход каждого дома, и я ходила с планшетом, потому что у нас связь хорошая, интернет есть, вот поэтому очень удобно и легко. 10 лет назад, когда перепись прошла, да, вот переписчики ходили со стопкой бумаг, потому что они каждый раз заполняли бумаги, а сейчас нынче у нас есть интернет. Виктория Малышева уже дважды мама. Старшему сыну 12, дочке 7. Сейчас Виктория ждет третьего ребенка, она на 4-м месяце беременности. Плановый осмотр в фельдшерско-акушерском пункте в родном Наслеге никаких волнений не вызывает. И дело все в том, насколько сейчас оперативно может быть предоставлена помощь даже самых редких специалистов. Вот подошел к доктору, доктор сразу открыл карточку, там все видно, в каких ты больницах был. Там, например, вот я недавно лежала в перинатальном центре, да. Если результат анализов насторожит фельдшера, он может мгновенно проконсультироваться с коллегами из республиканской больницы. Для этого нужно всего лишь связаться с ними, используя высокоскоростной интернет. Мы можем сразу через облачную поликлинику с узким специалистом на прямом эфире тет-а-тет врач и пациент консультироваться именно по заданной проблеме. И также лаборатория у нас электронная, все. Сразу видим все. Там ждать ничего не надо. Бумажка, когда придет там с города Якутска, допустим, да, или откуда там с лаборатории отдалека, там днями может прийти, или 2 дня. А тут сразу открыл там лабораторию, там уже есть по программе. В Якутии с начала 2021 года родилось более 10 тысяч детей. По этому показателю республика занимает 1-е место на Дальнем Востоке и 7-е в России. В республиканском перинатальном центре в Якутске под сеансы телемедицины выделен целый зал. Это современные технологии, они очень помогают нашей работе, потому что специалисты по телефону описать
например, тяжелый случай, клинику не могут. Это специалистам надо видеть. В прошлом году женщине первородки была непонятная ситуация. По телефоне врачи не могли нам описать какая-то симптоматика. Потом через этот телемедицину показали женщину, тут же специалисты собрались, тут же поставили диагноз, тут же санрейсом ее вывезли. И случай этот, который по телемедицине поставили на расстоянии, дистанционно, здесь в центре у нас этот диагноз подтвердился, и случай закончился удачно. Только за этот год врачи перинатального центра провели более 850 консультаций. Телемедицинские сервисы в Якутии успешно функционируют с 2017-го, и на данный момент к ним подключены 36 центральных республиканских больниц. Ну вот, например, на сегодняшний день, на 19 ноября 2021 года у нас по республике состоят на учете 5821 беременная женщина. Из них 1050 относятся к группе высокого риска. Все беременные, которые относятся к группе высокого риска, должны пройти обследование в наших условиях до 12 недель еще для определения вопроса о возможности донашивания беременности и составления индивидуального плана ведения беременности. У Виктории на плановом осмотре врач никаких отклонений не выявил. Анализы в полном порядке. Поездку в Якутск в перинатальный центр на время можно отложить. Пол будущего ребенка Вика пока не знает, но честно признается, что мечтает еще об одной дочке. И если так случится, то телебашня в Якутске сможет загореться розовым цветом. За такой перформанс телебашню теперь называют гендерной. Ярко заявить пол новорожденного можно через специальное приложение. В 2018 году была смонтирована архитектурно-художественная подсветка телебашни. Что это такое? Это порядка 200 прожекторов светодиодных. Одни из них подсвечивают саму башню. Часть этих прожекторов делают заливку по поясам башни, то есть горизонтальные. И часть прожекторов работает как маяки. Через приложение, которое доступно как на Android, так и на iOS, то есть через Apple Store, через Play Market, можно скачать приложение, называется «Башня света», и заказать подсветку. Причем, что удивительно, это приложение относится не только к башне Якутск, но и к другим нашим башням телерадиосети России. Герман Бережнев – ученик 5 Б. В свои 11 лет он неоднократный призер международных соревнований по робототехнике. Победу на одном из таких конкурсов ему принес экзожилет. Разработка школьника может помочь людям с ограниченными возможностями управлять автомобилем. Я вот сейчас одеваю. И вот, когда я наклоняюсь, машина наклоняется в ту же сторону. Вскоре я хочу добавить тормоз, чтобы не произошло плохих моментов, ДТП, аварии, все такое. Герман учится в обычной школе села Бердигистях. Только вот робототехнику, информатику и программирование здесь преподают фактически с 1 класса. В школе работает Центр информационных технологий имени Виктора Андреева. Его считают основоположником информатики в Горном Улусе. А еще здесь параллельно с обязательными дисциплинами старшеклассники могут освоить профессию наладчика компьютерных сетей. Прямо сейчас идут онлайн-занятия IT-школы IMAX. Это современный образовательный проект с Якутским колледжем связи и информатики. Для окончательной и бесповоротной цифровизации осталось только IT-детский сад открыть. И такой здесь уже есть. Благодаря энтузиазму коллектива была подана заявка, сформирована заявка в Фонд президентских грантов Российской Федерации. И порядка на 500 тысяч рублей было закуплено новое оборудование, связанное с интерактивным общением, обучением. Все, что связано с профориентацией на инженерные направления и профессии. Дети реально приобщаются, начинают работать со многими программами, со многими обучающими игрушками,
которые дают доступ к новым технологиям. И неспроста есть мнение о том, что именно в детском возрасте, детсадовском возрасте формируется, скажем так, кругозор или направление деятельности человека на будущее. Равные возможности ученикам якутских сельских школ обеспечивают и точки роста. В 2021 году в Якутии в рамках нацпроекта образования открыли 111 таких центров. Они дают возможность школьникам, живущим в малых городах или селах, глубже изучать информатику, робототехнику, 3D-моделирование и управление беспилотниками. К 2024 году точки роста должны появиться во всех сельских школах Якутии. Я выпускник сельской школы, но вместе с тем количество выпускников нашей школы, которые стали докторами наук, стали выдающимися деятелями культуры, науки, выпускниками лучших вузов страны, безусловно, позавидует любая столичная школа. Вот. И это на самом деле все сделал один человек, наш учитель Михаил Андреевич Алексеев, народный учитель Советского Союза, который вот реально загорелся в свое время идеей создания физико-математической школы именно в деревне, в сельской глубинке, и ее создал. Ну и в городе Якутске были такие же энтузиасты. Возникла очень серьезная математическая школа Якутского госуниверситета, нынче Северо-Восточного федерального университета. И вот как раз на базе вот этого матфака, его достижений, его выпускников, на самом деле сегодня собраны все лучшие команды вот якутских IT-компаний. Два брата Погодки, Афанасий и Туйгун, уже не мыслят своей жизни без интернета. В мобильном телефоне игры, на мониторе компьютера школа. Учебный год в Якутии, едва начавшись офлайн, продолжился онлайн. Хотя для старшего Афанасия первые уроки на этот раз проходили в Артеке. Его, как и всех школьников небольшого села Бяськюэль, отправили отдыхать на море, чтобы у детей была возможность восстановиться после лесных пожаров. О селе Бяськюэль вся страна узнала из экстренных новостей. Лето 2021 года в Якутии было охвачено огнем и окутано дымом. 7 августа стало известно, что в Бяськюэле сгорело более 30 домов. 185 жителей остались без крова. Но если бы не система мониторинга, связь и слаженная работа всех служб, ущерб мог быть невосполнимым. В данной чрезвычайной ситуации по Бяськюэлю самая важнейшая роль сыграла эта организация связи. И именно организация связи позволила спасти более 200 домов и не допустить жертв в населенном пункте Бяськюэль. При возникновении кризисных ситуаций в центр управления стекаются все данные по любым происшествиям. Паводки, пожары, работа ледовых переправ – вся информация по ним обрабатывается здесь. Сюда же приходят результаты мониторинга, которые ведут современные цифровые комплексы. Причем некоторые из них пока единственные в России. У нас базируется единственный в Российской Федерации экспериментальный мобильный приемопередающий комплекс. Этот комплекс позволяет нам принять оперативную информацию непосредственно со спутников, которые пролетают по координатам, которых указываем мы сами. И мы уже на экране монитора видим с вами картинку, где показывается полностью ледовая обстановка тех координатов, которые мы указали. Также он используется в лесопожарной обстановке. Помимо комплекса есть приложение термоточки, тоже своего рода очень уникальное. Оно появилось не так давно, молодое, но несет в себе настолько много информации. Это приложение имеется у глав населенных пунктов, у начальников едино-дежурно-диспетчерских служб районов. Еще один интернет-ресурс, созданный для помощи как спасателям, так и простым гражданам, это интерактивный сервис «Атлас угроз и рисков». В нем постоянно обновляется информация о погодных и техногенных опасностях. Скачав приложение, можно, например, построить туристический маршрут, максимально обезопасив себя от непогоды, пожаров
и закрытых переправ. А если все-таки не повезет с точностью алгоритма предсказаний, всегда даст шанс мобильная или спутниковая связь. С появлением вот сотовой связи, лично я, например, да, спас 4 человеческих жизней из-за того, что вот они позвонили просто, да, указали, где они находятся, что с ними случилось, что им не хватает, и быстро собрались, взяли то, что они сказали, и выехали на место с помощью. И таких случаев, к сожалению, немало. Например, вот в позапрошлом году, кажется, тоже одна семья ехала и попала как бы в наледь. Машина как бы заглохла, наполовину ушла под воду, по колено в воде, чуть выше даже колена. Там ребенок был, где-то около 10 километров от населенного пункта. Позвонили, быстро сели в машину на буран и поехали, и их вызволили. Если бы сотовой связи не было, вот представьте, под 40 мороз, по воде, там это очень сложно. Как в таких ситуациях оказывать первую помощь, спасателей учат в том числе и онлайн. Впрочем, дистанционно только теория, вот практика исключительно очно. Вот, пожалуйста, посмотрите. Если мы с вами в течение 2 минут не остановим это опасное кровотечение, то девушка у нас погибнет от невосполнимой потери крови. Отрабатывать навыки нужно до автоматизма, и помогают в этом вот такие роботы 5-го поколения. Территория республики занимает более 3 миллионов квадратных километров. Если перевести это на количество профессиональных спасателей в республике Саха-Якутия, на 30 тысяч квадратных километров приходится 1 спасатель. И в этих условиях нам очень важно охватить обучением по безопасности как можно больше людей, подготовить как можно больше волонтеров-спасателей для того, чтобы они могли оказывать помощь на местах при поиске пропавших людей, при помощи гуманитарной населению и в случае наводнений и лесных пожаров. В некоторых районных центрах систему оповещения уже ввели и сейчас строят планы на обеспечение тотальной безопасности. Все мировые проекты с городской системой видеонаблюдения доказали высокую эффективность. В районном центре будут стоять 64 камеры, видеокамеры во всех таких уголках, где могут собраться люди и так далее, и так далее. Это, вы понимаете, для безопасности людей. Также будет контроль за работой машин скорой помощи, полиции, энергоснабжающих предприятий и так далее. Не тотальный контроль, что они где, что, как делают, но контроль работы. Тем временем жители Бяськюйоля осваивают свои новые комфортабельные дома. Их действительно возвели в рекордные сроки. И сразу же были установлены высокоскоростной интернет и системы экстренного оповещения для того, чтобы иметь максимальную возможность избежать больших потерь. И вот в Бяськюйле нам поставили задачу в тех домах новых, 34 домах, организовать высокоскоростной интернет. Мы обеспечили в этом селе высокоскоростной интернет, практически там начиная от 30 мегабит и больше для любого абонента, который там сидит. Ну, кроме того, что мы построили там порядка 7 километров внутрипоселковой магистральной сети, 30 километров между абонентами раскидали, оптические линии связи. И мы в эти 34 дома поставили абонентское оборудование бесплатно за счет нашей компании. Но у людей появилось, так скажем, уже новые возможности. Они могут как бы себя уже занять другими вещами, не заниматься не только животноводством. В марте 2021 года знаменитый корабль мандалорца «Лезвие бритвы» сменил курс и приземлился в Якутии.
Копию с внушительными параметрами высотой 4 метра и длиной 14 построил художник-косплеер Аял Федоров. Для этого ему пришлось продать машину и убедить друзей в правильности выбранного им пути. Все началось, когда я смотрел фильм «История рыцаря». Это в 2001 году вроде вышел. И там снимался в главной роли Хит Леджер. И когда я посмотрел, вот, в каком костюме он одет, меня просто прям как-то вот зацепило все это. И нашел то, что в доме есть, например, скотч, там, бумаги, начал делать себе первый прототип костюма. Сегодня в команде Аяла только художники-самоучки. Делать костюмы и даже строить корабли они научились в интернете. Оттуда же из соцсетей и YouTube-каналов о их работе узнал весь мир, пожелав классическое «Да пребудет с тобой сила». Когда вот началась пандемия, подумали, вот это отличное время, чтобы заняться именно Инстаграмом, чтобы выкладывать видео. И когда мы сделали корабль Riser Crest, про нас начали писать и снимать разные города, даже страны. Это было для нас в новинку, что можно, находясь в Якутии, показывать нашу культуру. И то, что у нас можно тоже заниматься косплеем, даже если холодно. Фанатов косплея якутское кино пока не вдохновляет, хотя, возможно, это всего лишь дело времени и грамотного продвижения. Куда же все-таки следует стрелять врага? В сердце, товарищ лейтенант. Якутское кино задышало полной грудью с появлением цифры. Пришедшая на смену дорогому оборудованию и кинопленке относительно доступная цифровая камера дала реальную возможность для самовыражения местным режиссерам. Секрет якутского кино в том, что мы сами начали снимать кино. Нас никто этому не учил. Если бы мы прошли все школу, как в мире снимается кино, скорее всего, мы бы не смогли дешево снимать кино. Мы спокойно можем договориться со своими друзьями о том, чтобы они чуть ли не бесплатно сыграли в нашем фильме. Мы можем договориться с нашими техническими работниками, чтобы оплату они получили после, и так далее. Вот, если бы мы снимали кино именно по тем шаблонам, которым снимает весь мир, мы, скорее всего, не достигли таких высот. В Якутии посещаемость кинозалов в 2 раза выше, чем в других регионах страны. Бюджетные якутские картины всегда окупаются в прокате. Только за неполный 2021 год они побили свой же рекорд, собрав более 60 миллионов рублей. По данным ЕАИС, Единой федеральной системы сведений о показах в кинозалах, 12 новых якутских картин на больших экранах посмотрели 184 тысячи зрителей. Появление интернета во многих населенных пунктах, наоборот, уменьшает количество зрителей на самом деле, потому что зритель уже выбирает потреблять контент в интернете или же сходить в кинотеатр, у него появляется выбор. За счет того, что появляется сейчас интернет, появляется возможность действительно более эффективнее работать и легально открывать эти кинотеатры. Вот, допустим, без интернета невозможно сдавать отчетность в ЕАИС, которая требуется в законодательстве Российской Федерации. То есть, если вы открыли кинотеатр там, где нет интернета, вам невозможно сдавать эту отчетность. Когда я начала заниматься продвижением якутского кино, благодаря интернету, скажем так, было ощущение того, что, в принципе, мир же он совсем близкий, он такой большой, но в то же время очень близкий благодаря интернету. И вот тогда, когда все это началось, конечно, было желание, чтобы нас увидели, больше людей, узнали нас, поэтому вот эти фестивали и так далее, подача туда-сюда, переписка, это все благодаря тому, что скоростной интернет появился. Высокоскоростной интернет в Якутии помог даже Леонардо Ди Каприо получить заветного Оскара. Сначала серебряную якутскую версию, а уж потом оригинал. Все начиналось в такой игровой форме. Конечно, всем нравится замечательный актер Леонардо Ди Каприо. И мы начали такую кампанию, что мы соберем серебро свое, чтобы отлить из него свой личный, собственный Оскар. И вообще в интернете такая волна пошла интереса. К нам обращались разные телеканалы, зарубежные. И он получил и запостил у себя в Инстаграме. Я помню, мы когда сделали статистику по интернету, в те дни, когда это все происходило, клик на слово «Якутия» было очень много по миру, прям миллионами было. А это уже не кадры киноленты, а реальная жизнь, зафиксированная камерой смартфона и, конечно же, выложенная в сеть. Иначе зачем все это снимать?
развиваемся каждый день, учимся на ошибках. Тематика у нас очень простая. Жизнь сельских жителей Якутии. О том, как простой учитель физкультуры Вячеслав Романов стал популярным блогером «Пандой Саха», достоверно известно его многотысячной аудитории подписчиков. Небольшие ролики из жизни сельской семьи собирают миллионы просмотров. И благодаря «Панде» пользователи соцсетей во всем мире узнают Якутию. Так, ну вот улов. Собственно, вот такой вот. Закинул свои сети во всемирную сеть и блогер Бродников. Затем, как клюет или не клюет, у автора блога «Клевая рыбалка» следят его подписчики в YouTube. Когда я открывал канал, я понял, что такого уникального контента нигде нету. Тот контент, который буду я показывать, потому что я до этого смотрел очень много каналов рыболовных, но ничего подобного я нигде не видел по всей России. По крайней мере, вот в русскоязычном Ютубе. Я знал, что если я открою канал сейчас и буду потихоньку работать над ним, то рано или поздно я все равно буду, обрету некую известность. Серебряную кнопку Ютуба, которую дают блогерам с более чем 100-тысячной аудиторией, Вячеслав Бродников получил с помощью спутникового интернета. Там, где он рыбачит и снимает свои ролики, чаще всего другой связи просто нет. У меня рыболовная тематика, она довольно-таки считается затратная, если вот по Ютубу брать. Я вот купил себе спутниковую тарелку на тот момент, диаметр 1,2 взял. И я через этот интернет загружал коротенькие ролики до 15 минут. Но потом, волей судьбы, так получилось, что здесь подключили безлимитный интернет. И я начал загружать уже 30-минутные ролики. Та же серебряная кнопка Ютуба есть и у местной телекомпании НВК «Саха». В какой-то момент, не попав в программу федеральной цифровизации, телеканал стал развивать свой контент в соцсетях и не просчитался. Все телевизоры, которые поддерживают смарт, в любом городе мира могут скачать приложение НВК «Саха» и смотреть нас с любой точки мира. Когда мы сделали приложение, мы работали с московской компанией, которая начала внедрять приложение для всех региональных телекомпаний. Ребята сразу через месяц нам позвонили и сказали: что у вас там происходит-то? А что такое? У вас там бешеное скачивание приложения идет. Такого скачивания нет ни в каких других регионах. Ну, значит, нас хотят видеть, значит, нас хотят слушать. Слушать и слышать в любой точке мира, в любое время дня и ночи можно и якутское радио. За прошлый год мобильное радио Те-Тим вошло в топ-20 самых скачиваемых приложений в России. Примерно за год 100 тысяч людей скачали именно это приложение в свой телефон. Для нашей республики это очень большие цифры. Поступает очень много отзывов со всего мира, потому что появилась возможность слушать радио, да, на родном якутском языке уроженцам Якутии, да, которые живут за пределами страны. За распространение цифрового радио и телесигнала по всей Якутии отвечает монополист отрасли, региональный филиал РТРС. Всего российская телерадиовещательная сеть включает в себя 5040 передающих станций. 211 из них расположены здесь, в Якутии. И это одна из крупнейших телесетей в стране. Мы по количеству объектов одни из самых больших в России, мы входим в пятерку. Мы находимся в том модуле, который построен специально для современного оборудования. Такого в регионах я не видел и не слышал об этом. Что интересно в этом здании, что оно самоотапливаемое частично. То есть мы часть можем от электроэнергии, если что-то случилось, отапливаться. Но наше оборудование, оно излучает тепло, и его хватает для обогрева текущего здания. Более того, чтобы вы понимали, телерадиовещание
построена таким образом, что у нас очень много системы резервирования. То есть у нас есть резервы по энергопитанию, 2 независимые линии заходят к нам сюда на объект. У нас дизель-генераторная установка специальная, которая позволяет в любых ситуациях не прерывать вещание. И если вы спросите, ну а зачем, если, допустим, света в городе нет, а вы в эфире? Не забывайте, что мы оператор связи, мы должны быть в эфире. Одни из самых известных IT-компаний Якутии делают игры. Майтона появилась в 2012 году. Ее создатели – братья Ушницкие. Сегодня их годовой оборот более 9 миллиардов рублей. Если сказать про наш именно сектор, да, free-to-play игр, то рынок растет очень быстро, очень много новых компаний, да, видим, как вот меняются вот игры, появляются новые участники. Ну, в общем, рынок растет, ну, и это нам, как сказать, ну, только лишь плюс. У нас работает очень много, да, сотрудников за пределы Якутска, например, в Санкт-Петербурге, как мы сказали, да? Некоторые даже есть в Бразилии, как сказали, вот, в Новой Зеландии, в Сингапуре, да. Они уже знают, каким будет постпандемический мир, и, судя по трейлеру, ничего хорошего нас не ждет, хотя, возможно, тем, кто пройдет все уровни новой игры The Day Before, ее создатели и подарят надежду. В 2015-м братья Готовцевы создают Фантастик. Сейчас их знают во всем мире, и почти каждый якутский мальчишка, увлекающийся компьютерными играми, мечтает повторить их успех. Отчасти для этого в республике создаются IT-центры даже в самых небольших селах, чтобы у каждого появилась возможность для самореализации. IT-центр — это прежде всего инструмент, можно сказать, да? Для писателя это ручка, может быть, но для айтишника это компьютер. Задача, которую мы ставим для себя, это стать одним из, наверное, ведущих районов республики, где очень большой интерес IT-индустрии. Благодаря таким крупным компаниям, как Майтона, Синет, InDriver, все об этом наслышаны, все хотят почувствовать, приобщиться к этому, чуть-чуть подзаработать, только нужна инфраструктура. За улучшение качества мобильной связи в Бердиге-Стяхе когда-то проголосовали сами жители и не прогадали. В республике действует программа, поддерживающая инициативы граждан «Народный бюджет». В каких-то районах голосуют за дороги, где-то за спортплощадки, а здесь за высокоскоростной интернет. Когда мы в 2011 году начинали этот проект развития инноваций и IT в Якутии, когда у нас не было быстрого интернета, все над нами смеялись. Тогда никто не верил в это, что вот все инновационные экосистемы построены на пайплайне. Да? Мы называем город Якутск город-технопарк. Если в Якутске ваш сервис работает, в принципе, он будет работать везде. Да? Если ваша техника работает в Якутске, она будет работать везде. То есть у нас перепады температуры 100 градусов, и население очень хорошо разбирается во всех этих тонкостях, нюансах, да, и очень высокотребовательно, скажем так. Да. Поэтому, конечно, цифра — это люди. Фантастик отправил всех сотрудников на удаленную работу и запустил виртуальный офис «Континент». «Континент» — это программа для общения, которая позволяет нам общаться из разных уголков мира. И там и есть общение, и трансляция экрана, и веб-камеры. Можно, то есть, делать собрания, все такое. Якутская экосистема поддержки стартапов считается одной из самых эффективных на Дальнем Востоке. В республике уже зарегистрировано более 1000 IT-компаний, и только за первое полугодие 2021 года Якутия экспортировала телекоммуникационные, информационные и компьютерные услуги на сумму, превышающую $21 миллион. Для нас ВОЛС, для нас вот, оптоволоконные линии было всегда как железная дорога. То есть это окно в мир, неважно, где ты находишься, в Якутске, в Москве, в Нью-Йорке,
в Сан-Франциско ты одинаково можешь продавать товары, да, и мы еще смеемся, что мы на 6 часов раньше просыпаемся, чем Москва, и у нас есть преимущество, да, у нас есть 6 часов, за это время можно уже что-нибудь сделать и продать. Вместе со взрослыми вести IT-бизнес учатся и совсем юные специалисты. В Якутии сейчас работают 13 стационарных муниципальных детских технопарков и 1 передвижной. Знаете, мы сейчас столкнулись реально уже с проблемой, когда нам своих айтишников не хватает. Мы ставили задачу, что 10 тысяч человек у нас где-то период 32 год будет в IT-отрасли занято. Но когда я начинал работу главой, у нас было чуть менее 1500 человек в этой отрасли. Сейчас уже почти 5000 человек. И мы сейчас уже реально понимаем, что у нас не хватает людей. И с этой точки зрения как раз удаленный режим работы, который сейчас из-за пандемии появился, он как раз дал нам возможность. У нас в наших IT-компаниях ребята работают из якутских деревень, в то же время работают уже из других стран, тоже, опять же, на якутские компании, живя абсолютно спокойно там в той же Индии. Основанный в Якутии агрегатор такси InDriver сейчас работает в 500 городах и 34 странах мира. Его оборот свыше $300 миллионов. Но даже чтобы просто поделиться этим со своими друзьями, вам понадобится связь. Мобильная, высокоскоростная или спутниковая. И тогда на традиционное якутское приветствие, которое на русский переводится как «рассказывай», всегда будет возможность что-то рассказать. Для этого в декабре на орбиту выйдет новый спутник, который позволит расширить возможности связи в Якутии.